Этот народ вошел в историю как самый воинственный народ Европы. С ним связано и само происхождение слова «иго». В повести временных лет говорится, что они запрягали жен славян в свои повозки вместо волов. Прославянское слово «иго», гнет, насилие на самом деле первоначально значило именно воловью упряжь, ярмо. В славянской памяти они могущественные великаны, которые сгинули неизвестно куда. Итак, давайте разберемся, какое иго было самым первым и самым жестоким в истории славян. Кто такие авары и куда они исчезли? Как на самом деле они повлияли на историю наших предков? И правда ли, что благодаря аварам славяне заселили новые территории и даже образовали свое государство? Этот народ, наводивший ужас на могущественные государства Европы, появляется в хрониках в середине VI века. Русские летописи зовут их обрами, византийские и франкские хроники – аварами. Они поразили византийцев своими длинными волосами, заплетенными в косы, и необыкновенными поясами, быстро вошедшими в моду по всей Европе. Всего-то 20 тысяч аварских всадников явились в Константинополь, требуя земель и грозя своей непобедимой силой. Император им отказал, но, к удивлению византийцев, те с легкостью прогнали булгар, покорили антов-славян и вскоре опять пришли под стены Царьграда, на этот раз уже с огромным войском из славян. Аварский каганат быстро стал сильнейшим государством, как минимум, Восточной Европы, государством, которому под силу стало победить франков и бросить вызов самой Византии. Авары знали руническое письмо. Могущественный правитель аваров Баян жил в столице каганата – Хринге, обнесенной кольцом укреплений резиденции. Здесь хранились и сокровища, захваченные и полученные в качестве дани. Взаимоотношения славян и авар были непростые. Память об ужасах аварского ига сохранилась до XII века, когда Нестор Летописец написал о том, как замучили они славян-дулебов, жен которых впрягали в ярмо вместо волов. А вот как описывает отношения славян-венедов и аваров, которых он называет гуннами, их современник, франкский хронист Фредегар. Цитата. «Когда гунны воевали с каким-нибудь народом, гунны со всем своим войском стояли перед лагерем. Вениды же сражались. Если вениды побеждали, тогда гунны подходили для захвата добычи. Если же побеждали венидов, то они, опираясь на помощь гуннов, вновь собирались силами. Приходя ежегодно на зимовку к славянам, гунны жен славянских и дочерей брали на ложе. Помимо других утеснений, славяне платили гуннам дань. Долгое время аваров считали тюрками, такими они изображены и на всех реконструкциях. Но историк Лев Николаевич Гумилев отстаивал другую версию. Свирепые пришельцы не были степняками или варханиты. Феофилакт Симакатта писал об объединении двух племен – Уар и Хунни, которые в 555 году под давлением тюрок бежали на запад, назвав себя аварами, так как, цитата, «среди скифских народов племя аваров является наиболее деятельным и способным». Гумилев считает, что основная масса аваров – это голубоглазые блондины-сарматы. Гумилев пишет, что 80% аварских черепов – европеоиды, 20% принадлежит к западносибирскому слабо-монголоидному типу. Впрочем, исследователи дополняют, авары были не только угнетателями, но и союзниками славян в походах на Византию. Они вместе прорвали Дунайский лемес в VII веке, вместе ходили на Царьград. Вторжение авар на земли славян также дало толчок к продвижению славян к Адриатике, расселению их за пределы Балкан. Все древнее население Фракии, Македонии и Греции было истреблено аварами, а их земли заняли славяне. Тот самый военный строй из хроники Фредегара, при котором славян выставляли вперед как пушечное мясо, не упоминается ни в одном из византийских известий. Не подтвердились и сведения русских летописей о гигантском росте великанов-авар. Раскопки показали, что они были людьми среднего роста. Авары жили изолированно от покоренных народов, и славяне сохраняли свое внутреннее устройство и своих вождей, а авары наезжали к ним для сбора дани.
Сильнее всего аварская ига ощущалась славянами Панонии, это территория современной Венгрии. Вокруг идеи борьбы с аварским игом появилось и первое славянское государство в истории – держава Само. Под его властью славяне смогли дать отпор воинственным аварам и сбросить тяжелое иго. Последний раз на страницах истории аварский каганат упоминается в 843 году. При разделе империи Карла Великого между его сыновьями упоминается и Аварское королевство, которое уже крохотная часть Задунавья неподалеку от Вены. Авары были телом велики и умом горды, и Бог истребил их, и по сей день, говорят на Руси, погибли как обры, напишет спустя 6 столетий русский летописец Нестор. А вот как о причинах гибели государства аваров рассказал старый аварский воин, попавший в плен к болгарам. Цитата. «Вначале из-за ссоры, лишившей Кагана верных и правдивых советников, власть попала в руки людей нечестивых. Затем были развращены судьи, которые должны были отстаивать перед народом правду, но вместо этого побратались с лицемерами и ворами. Обилие вина породило пьянство, и авары, ослабев физически, потеряли и рассудок. Наконец пошло увлечение торговлей, авары стали торгашами. Один обманывал другого, брат продавал брата. Это, господин мой, и стало источником нашего постыдного несчастья». Согласитесь, звучит очень поучительно и напоминает некоторые периоды и нашей недалекой истории.